Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Большинство родителей сталкиваются с различными проблемами воспитания детей, когда их дети достигают подросткового периода. Именно в этот период возникают трудности в общении с подростком, его поведением. Куда обратиться при такой ситуации, у кого попросить помощи, мы поговорим с гостьей студии Аленой Константиновой, подростковым наркологом Якутского наркологического диспансера. Алена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Какая работа проводится в подростковом кабинете наркологического диспансера? Так, немногие, наверное, знают, что в диспансерно-поликлиническом отделении Якутского республиканского наркологического диспансера существует кабинет детско-подростковой службы. В детско-подростковой службе осуществляется консультативная профилактическая работа с несовершеннолетними и их законными представителями по вопросам употребления алкоголя, курения, употребления наркотических веществ, летучих растворителей и так далее. В основном это у нас подростки до 17 лет включительно. Работа у нас ведется, соответственно, стандартам, клиническим рекомендациям. И так как работаем с детьми, у нас работа ведется на основании федерального закона 120 от 24 июня 1999 года. В основном к нам приходят дети-подростки, которые направляются с разных инстанций, с которыми мы тесно сотрудничаем. Это может быть направлен ребенок с комиссии по делам несовершеннолетних, с подразделения по делам несовершеннолетних, с управления образования, это с постов ЗОЖ, да, с реабилитационных центров и так далее. Также у нас очень много работы по экстренным извещениям, которые поступают с кабинета медицинского свидетельствования. Это кабинет находится у нас на первом этаже, также с Национального центра медицины и из других инстанций. Так, когда к нам приходит подросток или по направлению, или мы их вызываем, да, или по самообращению, мы проводим комплексное обследование, то есть полное, да, что включает полный сбор анамнеза, сдачу всех необходимых анализов, крови, мочи, да, то есть мы предварительно их тестируем на наличие психоактивных веществ. Также наглядно показываем видеоролики. И у нас в кабинете еще существует как бы анатомический музей. Да, то есть мы наглядно показываем как бы последствия употребления того или иного вещества. Так, дальше. После обследования мы уже по результатам решаем, что делать с данным ребенком. И так как к нам приходят дети и подростки, которые единоразово употребили что-то, да, поэтому мы их наблюдаем в течение года. И ребенок должен будет как бы посещать врача ежемесячно. И мы каждый месяц также проводим тестирование по моче, дабы выявить какое-то употребление. Так. А можете описать средний портрет пациента подросткового кабинета? Это совершенно обычный ребенок, подросток, возраст обычно от 8 до 17 лет, то есть самому маленькому потребителю у нас 8 лет. Но сейчас таковых нет, потому что он уже снят, все с ним хорошо. И самый максимальный возраст это 17 лет. Также по половому признаку больше мальчишек. 30% из общего числа состоящих это девочки. Также тоже из разных семей. Там и многодетные, там и неполные, и семьи, где единственный ребенок. А кто находится в группе риска? Ну, сам термин подростковый возраст уже как бы подразумевает некий риск. И дети еще не полностью тоже осознают, да, всю суть проблемы. В основном у нас в группу риска попадают дети, которые предоставлены сами себе, то есть безнадзорные мы их называем, да, это обычно из многодетных семей неблагополучных, да, где родители
родителей дома постоянно нету, например, да, и они мало уделяют время, например, подростку, да. Также много семей неполных тоже, да, и детей, у которых есть какие-то отклонения психические, да. Мгм. Так, А что в чаще основном. всего употребляют подростки? Ну, хочу объяснить термин психоактивное вещество, который у нас используется, да. Психоактивные вещества — это вещества, которые при введении в организм действуют на сознание, да, на настроение ребенка, на поведение ребенка. К психоактивным веществам у нас относятся алкоголь, наркотические вещества, вот, летучие растворители, да, кофеин и так далее. И в основном у нас дети употребляют большинство алкогольные напитки, да, такие как пиво, водка, да. Также у нас выявляется некий рост употребления летучих растворителей, да. Это у нас вот газовая токсикомания, да, снифинг называется. Раньше, если дети гупали клей, там нюхали там бензин и так далее, сейчас преобладает вот именно газовая токсикомания. Также очень много курильщиков стало, да, что очень тоже плачевно. Это я заметила, когда в ковидное время началось, да. Это, наверное, зависит от того, что дистанционное обучение, да, и как бы много свободного времени появилось у подростков. Вот с этим как бы. А по каким признакам можно узнать, что ребенок что-то употребляет? Так, но признаков очень много, да, существует. И за время работы я заметила то, что очень много детей ничем не занятые, да, те, которые после учебы, например, нету кружков у некоторых, поэтому ребенок должен быть всегда занят, да. Тогда у него не будет никаких плохих компаний, гулянок, свободного времени, да. А как правильно вести себя родителям, если они заподозрили или буквально поймали подростка, что делать и куда обращаться? Ну, для родителей и для матери в частности, ребенок является самым хорошим, да, самым особенным, и они порой могут как бы неправильно понять, да, вот первые как бы признаки употребления, они могут как бы перепутать, так скажем, с переходным возрастом. Да? Я это к тому, чтобы родители были внимательными, да, понаблюдать за поведением ребенка, да, готов ли он к беседе, готов ли он открыться. И если родители заподозрят или уже уверены в том, что их ребенок употребляет, то уже надо брать в охапку и прийти к нам. Потому что зависимость у подростков развивается очень быстро. Поэтому вот такой совет. Да? И мы находимся по адресу Автодорожная, 38, второй этаж, это остановка ДСК. И у нас функционирует 2 кабинета, 32 и 33. Также у нас существует телефон горячей линии, да, могут обратиться по номеру 8 924 591 10 20. Все контакты я оставлю. Также у нас существует сайт РНД www.rnd.ekt.ru. Люди чаще всего боятся, что в наркологии сразу поставят на учет, и эта запись будет преследовать всю жизнь. Так ли это? Нет, это ошибочное мнение, да. Если, например, родители только заметили, как ребенок употребляет, и явились к нам, и заявляют желание пройти это все анонимно, мы им идем навстречу и можем провести лечение анонимно. Это все бесплатно у нас будет проходить. А если ребенок уже попал в поле зрения, да, и был направлен к нам, или мы их вызвали, да, то это уже будет будет наблюдение в целях профилактики, да.
И этого тоже не стоит бояться. Да? Это без как бы ограничительных мер, без ввода в базу данных. А если ребенок продолжает употреблять, например, алкоголь, да, и не справляется с этим, или мы выявили какое-то пагубное употребление каких-то веществ, да, то мы, естественно, через врачебную комиссию переводим их в диспансерную группу учета. А как вы следите за теми детьми, которые стоят у вас на учете? Они у нас ежемесячно отмечаются. Если как бы они пропустили, они как бы месяц еще дохаживают. Они нам должны доказать, что у них все хорошо. А если ребенок, например, против, ну, чтобы за ним как бы следили так? Нет, такого у нас обычно не бывает. Что вы посоветуете родителям подростков, каким образом оградить детей от пагубных пристрастий? Так, если у родителей появились какие-то подозрения, что ребенок начал курить, там, употреблять алкоголь и другие вещества, то надо сразу обратиться к нам. Да? Ведь очень быстро у них формируется зависимость, из-за этого надо сразу. А есть ли какая-то статистика у нас в республике, где, в каких районах больше всего, например, вот таких детей? Так, если смотреть по статистике, то у нас преобладает все равно с употреблением алкоголя. Это по всей республике. Алена Владимировна, спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.